Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Сергей Громенко. И сегодня мы поговорим о нескольких инициативах, на прошлой неделе озвученных в Киеве, которые связаны с нарушениями международного права и с тем, как Киев собирается, планирует, а может быть не очень планирует, наказывать тех крымчан, которые пошли на сотрудничество с подконтрольными России властью. Я в самых общих чертах опишу эти инициативы. Итак, Крымско-татарский ресурсный центр презентовал так называемую систему для оценки, для классификации целесообразности, оценки форм коллаборационизма в отношении конкретных лиц и последующего реагирования на его действия с помощью санкций. Опять же, речь идет об украинских гражданах, которые находятся в Крыму. И там есть большой список из 12 пунктов. Мы обязательно поговорим с представителями этого ресурсного центра, как они пришли к решению о том, что можно оценивать уровень коллаборационизма, в скольких пунктах. Максимально можно набрать 100 баллов, но нельзя заходить за 50. Кроме того, на этой же неделе, вернее, это уже на прошлой неделе, Европейская солидарность, партия, которую возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко, инициирует принятие ряда нормативных актов, направленных на борьбу с российской пропагандой и противодействие коллаборационизму. Будет предложено внести изменения в Уголовный кодекс, который установит жесткую ответственность за умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором. И об этом мы тоже поговорим с представителями партии Европейская солидарность. А пока у нас на связи Эскендер Бариев. У нас на связи Владимир Вятро. Так, значит, у нас еще пока нет с нами Эскендера Бариева, он будет через 2 минуты, пока продолжим об инициативе Европейской солидарности. Итак, речь не идет о тех, кто на оккупированных территориях под угрозой для жизни вынужден работать в тех или иных учреждениях, больницах и школах, а речь идет в первую очередь о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационистскую работу добровольно или за деньги, и должна быть установлена четкая уголовная ответственность как физических лиц, так и политических партий, общественных организаций, которые проводят эту работу, финансируются страной-агрессором и отчитываются перед ней. Это была цитата из 5-го президента Украины Петра Порошенко. И мы, конечно, поговорим о том, какие инициативы. Я напомню, что речь идет о двух, как минимум, о законе о противодействии коллаборационизму и борьбе с российской пропагандой. Итак, Крымско-татарский ресурсный центр. Там считают, что целесообразно дополнить положение об оценке степени коллаборационизма таким себе списком, как цитирую, значит, Эскендера Бариева, как можно сравнивать чиновника или военнослужащего, который давал присягу Украине и перешел на сторону оккупантов, и врача, который давал клятву Гиппократа и продолжает работать и оказывать медицинскую помощь украинцам на оккупированных территориях. Какие должны быть действия, как это можно оценить? Сейчас все эти вопросы остаются открытыми. В связи с этим КРЦ разработал эту методику, которая является вспомогательным инструментом, чтобы люди сами могли оценить степень своей коллаборации. Эта классификация может быть важным инструментом для санкционной политики как украинских государственных органов, так и для международных организаций, сказал Бариев. По мнению экспертов КРЦ, целесообразным путем оценки форм коллаборационизма в отношении конкретного лица с целью последующего реагирования на его действия следует считать применение к нему ряда индикаторов ответственности. Как объяснила менеджер Крымско-татарского ресурсного центра Людмила Коротких, для расчета индикаторов для конкретного лица выбирается один из вариантов. Я напомню, что речь идет о 12 показателях. Гражданство, легальность пребывания в Крыму, особые обязательства перед Украиной, прекращение обязательств перед Украиной, статус в системе оккупационной власти, отношение к задачам оккупационной власти, негативные последствия сотрудничества с оккупантами, продолжительность сотрудничества с оккупантами, оценка деятельности лица оккупантами, положительные потребности сотрудничества с оккупантами, основания прекращения сотрудничества с оккупантами и общие факторы, подлежащие учету. Говоря о медианах, мы сегодня берем условно цифру 50. Но мы реалисты и понимаем, что санкционные списки не будут состоять из сотен тысяч людей. Речь идет о нескольких десятках персоналей. Естественно, не все лица, которые превышают 50 баллов, войдут в санкционные списки. Однако мы можем аргументировать целесообразность включения в список конкретного человека из-за высокой оценки. Это цитата из эксперта Крымско-татарского ресурсного центра Бориса Бабина. А сейчас с нами все-таки на связи есть Эскендер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра. Эскендер, здравствуйте.
Доброе утро. Итак, идея. Как я уже в самых общих чертах описал слушателям вот идею оценивать по 12 категориям и там от 1 до 100 баллов степень сотрудничества крымчан с российской администрацией. Теперь я хочу узнать у вас, как вообще Крымско-Татарский ресурсный центр придумал эту идею, есть ли какое-нибудь такое вот событие, которое подтолкнуло вас, и если да, то почему вот происходит это сейчас, когда вот уже там впереди 7-я годовщина попытки российской аннексии Крыма, почему этого все не случилось раньше? Ну, на самом деле, конечно, предпосылками разработки данной методики и данной классификации являются несколько факторов. И первый основной фактор, конечно же, это то, что Крымско-Татарский ресурсный центр на протяжении уже нескольких лет работает над тем, чтобы формировать список по, скажем, в соответствии с законами, аналогами акта Магнитского для тех стран, для тех 6 стран, у которых есть данный закон-аналог. Соответственно, для того, чтобы мы понимали, что в этих процессах, что виновными в преследовании наших граждан являются в том числе или в первую очередь которые не только носят погоны, но и в том числе люди, которые непосредственно являются политиками. И поэтому в этом случае мы должны понимать, что нам нужно учитывать все эти моменты. Второй предпосылкой, конечно же, является то, что было заявлено о том, вернее, на сайте Минреинтеграции был размещен законопроект. Был размещен законопроект о переходном правосудии, в котором вообще отсутствует слово «коллаборант». И поэтому вопросы, они постоянно были актуальными и открытыми в украинском обществе. Для того, чтобы как рассчитывать или как вспомогательную форму, вот здесь как раз мы должны и были подумать, как это осуществить и каким образом на все это повлиять. Поэтому мы и начали разрабатывать, вернее, на основании всех этих наработок, в том числе и Магнитского и так далее, мы начали разрабатывать данную методику и, соответственно, уже разработали тест, который планируем на днях уже опубликовать в социальных сетях, у себя на сайте, для того, чтобы можно было реально проверить. Теперь мы, конечно же, опробировали данный тест на определенных людях. То есть мы конкретно взяли ту же госпожу Поклонскую, которая участвовала непосредственно в процессе оккупации и, соответственно, дальше продолжала действовать, в том числе и принимала решения и участвовала непосредственно в преследовании наших граждан. И взяли мы условных там депутата местного совета и условных там врача и так далее. И, соответственно, мы рассматривали этот вопрос в контексте, опять же, рассматривали для того, чтобы можно было как-то оценить. И в первую очередь, конечно, эта методика, она позволяет гражданскому обществу, общественным организациям, международным организациям более четко оценить и, соответственно, уже вносить или не вносить в списки, для того, чтобы было больше обоснований. Что касается правоохранительных органов или спецслужб Украины, или органов, в компетенции которых находится данный вопрос, в контексте криминального преследования, то здесь, конечно же, компетентные органы должны подобрать или собрать доказательную уже базу и, соответственно, применять уголовно-процессуальный кодекс. Хорошо, вот мы уже упомянули Наталью Поклонскую. 11 февраля она прокомментировала ваше предложение, заявив, вот цитирую буквально следующее: «Умники, придумавшие сортировать людей по уровню предательства, пусть начнут с себя, преданных, думают, переписали бизнес на подставных людей, получают деньги в Украине за страдания от оккупации, значит, жизнь удалась. Именно они являются предателями. Разжигать рознь и ненависть между людьми много ума не надо». Так, дальше идет еще нечто, что мы опустим из цензурных соображений. Кроме того, днем ранее, 10 февраля, депутат Госдумы после незаконных выборов в Крыму Руслан Бальбек
прокомментировал предложение, вот ваше же, собственно, предложение, цитирую, мы все помним тех деятелей, которые 80 лет назад создавали шкалу расовой принадлежности, а теперь выяснилось, что на Украине это мерзкое дело подхватила горстка отщепенцев. Читая глубокомысленные рассуждения по сотрудничеству с оккупационным режимом, ощущаешь себя врачом, которому попались на глаза записки сумасшедшего. Ну и, наконец, вице-спикер подконтрольного России Крымского парламента Ефим Фикс заявил, что эта история с оценками попахивает ситуацией 30-х годов в Германии. Тогда давали оценки людям за неправильную форму носа или лба, а потом создавали концлагеря и уничтожали их. Ну и, наконец, вот буквально там 3 дня назад украинский блогер из Испании Анатолий Шарий сказал, что вот по его мнению ваша инициатива не слишком отличается от нацистской инициативы заставлять евреев носить в годы Второй мировой войны желтую звезду на одежде. Вот из всех вот этих вот негативных оценок, вот как вы можете прокомментировать, действительно ли крымчане могут почувствовать себя как евреи в 30-е годы в Германии? Или, может быть, они все-таки преувеличивают и ничего такого нет? Но, смотрите, на самом деле, говорят же, на воруй шапка горит, и в первую очередь начали реагировать все российские СМИ, центральные, в том числе аргументы и факты. Вы перечислили, скажем так, называемых топ-чиновников, которые отреагировали, являются оккупантами, вернее, являются коллаборантами, потому что все они имели на момент оккупации украинское гражданство. Понятно, что их это беспокоит. Они начинают сравнивать с нацистами и так далее. На самом деле, после деоккупации действительно могут возникнуть серьезные проблемы, когда мы будем разбираться, кто был больше или меньше коллаборант. Понятно, что все люди, которые проживают в Крыму, у них есть коллаборация, то есть связь или коммуникация, или сотрудничество. Но мы должны понимать степень коллаборации преступную и степень коллаборации просто необходима из-за жизни. Потому что мы сами призываем наших соотечественников оставаться в Крыму. Соответственно, необходимо жить. Поэтому здесь мы должны заранее провести такую классификацию. И в-третьих, самое главное – ведь крымско-татарский народ в свое время, в своей истории совсем недавно пережил огульное обвинение в сотрудничестве с фашистской Германией. И поэтому вот как раз-таки для того, чтобы не допустить непонятных взаимоотношений, скандальных отношений или еще тому подобное, мы уже должны сегодня четко учитывать эту классификацию и, соответственно, видеть степень, где коллаборант-преступник, а где коллаборант-человек, который, наоборот, даже содействовал тому, чтобы наши граждане жили, получали условно квалифицированную медицинскую помощь, квалифицированную образовательную помощь и так далее. Потому что, чтобы выживать на оккупированной территории, нужно, чтобы наши граждане, соответственно, помогали друг другу. И поэтому сегодня мы даем определенный посыл, когда в том числе наши соотечественники в Крыму будут понимать и видеть те красные линии, за которые переходить нельзя. И, соответственно, они всегда смогут, благодаря данному тесту, сделать четкий расчет, насколько они приближаются к красной линии или нет. А красная линия это более 50%. В частности, у Поклонской было 86 баллов, что, соответственно, четко говорит о том, что она является преступницей, которой должны заниматься специальные органы. Ну, на тот случай, если Наталья Поклонская нас слышит и захочет ответить на это заявление о том, что она уже является преступницей, я напомню, что решения суда пока еще нет, хотя обвинение, да, украинская прокуратура уже предъявила ей обвинение, но пока этого суда еще не было, мы дадим ей возможность ответить. Пока я благодарю Искендера Бариева, главу Крымско-татарского ресурсного центра, за разъяснение его инициативы о шкале коллаборационизма крымчан. И теперь мы переходим к разговору с Владимиром В'ятровичем, кандидатом исторических наук, депутатом Верховної Ради України від партії «Європейська солідарність». Пане Володимире, доброго ранку. Доброго дня. Отже, Петро Порошенко, колишній президент України і лідер партії, висунув ініціативу
Вірніше, я нагадаю, що це не перша ініціатива, що такі ініціативи вже були в Україні, ухвалити окремі закони про протидію колабораціонізму і протидію російській пропаганді. Відповідно до того, що надруковано на сайті Європейської солідарності, колабораціонізм – це і участь у збройному конфлікті, і публічні заклики, спрямовані на підтримку держави-агресора, і ведення господарської діяльності, організація виборів, і за це все покарання від 3 до 5 років за просту участь, 5-10 років з конфіскацією за групу осіб чи за розпалюванням ворожнечі, і до 15 років якщо загибель людей або інших тяжких наслідків. І ось тут у мене з'являється питання. Ось чому лише тепер, коли дуже буквально там за тиждень вже буде 7-ма річниця початку російської агресії проти України в Криму і на Донбасі, Європейська солідарність пропонує ухвалити такі закони, чого цього не сталося в 2015, 16, 17, 18 році. Є якесь логічне пояснення, чому так пізно? Ну, нагадаю, що у 2015 році не було партії «Європейська солідарність». Європейська солідарність, власне, це політична сила, яка з'явилася в 2019 році, яка стала, відповідно, членом парламенту, і я став, зокрема, членом парламенту вже після того, коли Петро Порошенко втратив посаду президента України. Звичайно, що різного роду законопроекти, спрямовані на боротьбу з колабораціонізмом, розроблялися і в попередньому парламенті. Але це питання досить складне, і я переконаний, що навіть теперішні ті законопроекти все одно ще мають увійти досить серйозні громадські обговорення для того, аби бути готовими до ухвалення, тому що це питання надзвичайно принципове. Я переконаний, що зараз точно не пізно щодо ухвалення таких законів. Нам навпаки, окремих політиків ще треба буде досить пришвидшувати, скажімо так, щоб вони готові були говорити про необхідність ухвалення такого роду законопроектів, як законопроекти про колабораціонізм. Тому що дуже багато, на жаль, серед теперішніх політиків, сподіваюся, що не більшість досі навіть не готові говорити про це. А які взагалі існують шанси для того, щоб цей закон пройшов теперішній склад парламенту, де в Європейської солідарності немає більшості, і тим більше отримав підпис закону, цей закон отримав підпис президента Зеленського? Ну, розумієте, в теперішньому парламенті якісь вираховувати раціонально шанси досить важко, але ще буквально місяць тому ймовірність ухвалення таких законів була значно менше, ніж тепер. Ситуація зараз потроху міняється. Я маю на увазі цей правильний крок президента щодо заборони медведчуківських телеканалів, які принаймні свідчить, що президент тепер розуміє небезпеку так само і інформаційної агресії в Україні. Можливо, це добра нагода для того, щоб переламати поступово політичну ситуацію і дати можливість президенту і його команді чітко продемонструвати своє розуміння загрози російської агресії. Поки що таке розуміння тільки назріває. Ну і останнє питання до вас, як, власне, до історика. Чи взагалі оця практика законів про протидію колабораціонізму, законів про покарання колабораціоністів, вони є розповсюдженими, вони є такими, з яких можна взорувати Україні? Чи це Україні доводиться турувати собі шлях і відкривати якісь нові горизонти, і тут ми будемо перші, і ще на нас всі будуть дивитися навколо? Ні, ми точно не будемо першими, тобто це подолання, скажімо, наслідків окупації, це, на жаль, не тільки українська практика, хоча, звичайно, що українська ситуація в 21 столітті є дуже специфічна, але в будь-якому випадку можемо взоруватися на так зване перехідну юстицію, яка відбувалася в багатьох країнах після падіння чи то авторитарних, чи тоталітарних режимів, чи то окупації, тобто це ті речі, через які проходили багато країн, коли треба перевіряти діяльність своїх же громадян за можливу співучасть в злочинах чи то оккупантов, чи то тоталитарного режима. Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Владимир Вятрович, в прошлом глава Украинского института национальной памяти, а ныне депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность». Мы говорили об инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко принять законы против коллаборационизма и пропаганды
российской агрессии. Я напомню, если вы только что к нам присоединились, что меня зовут Сергей Громенко, что вы слушаете самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру по телефону, то вы можете сделать это из Крыма бесплатно. 8 810 06 926. И если вы с материковой Украины, то по номеру 044 490 2905. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко, а с нами на связи Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Итак, на прошлой неделе, вернее, уже на прошлой и позапрошлой неделе в Киеве прозвучали две инициативы. Одна более-менее общественная, другая политическая, связанная с тем, чтобы Украина как государство... я не буду говорить преследовала, я не буду говорить наказывала, потому что это оценочное суждение, но, скажем так, устанавливала меру ответственности для тех крымчан, которые сотрудничают с нынешней российской властью в Крыму. У нас есть реакция Натальи Поклонской, которую вот уж как только не вспоминают в этом контексте и Ефима Фикса, и Руслана Бальбека, они, и даже украинского блогера из Испании Анатолия Шария, они все резко негативные, они все вот связывают такие инициативы, называют их там нацистскими в буквальном смысле этого слова. Вот мне хотелось бы послушать ваше мнение. Вот действительно ли Украина может говорить о том, что вот преследование коллаборационизма — это не украинское там ноу-хау, это такое часто бывало, и вот в прошлом, значит, там во Франции, например, преследовали после Второй мировой войны коллаборационистов, и в Норвегии наказывали, или все-таки вот то было вот тогда, а сейчас нынешняя Украина не может апеллировать вот к тем практикам? Ну, во-первых, я вижу здесь определенную хитрость такую. Навязывается дискурс, мы всерьез начинаем рассуждать о перспективах грядущей деоккупации Крыма, забывая о том, что никакой деоккупации Крыма явно не будет. Это раз. А во-вторых, с юридической точки зрения, безусловно, все это крайне сомнительные инициативы, это два. И когда господин Бабин со своим крымско-татарским ресурсным центром претендует на роль Святой Инквизиции, это, на мой взгляд, не очень серьезно выглядит. И такие инициативы, они как раз вот свидетельствуют о том, что Украина где-то идет в разнос, и я это квалифицирую как такое вот появление таких инициатив. Это очевидный признак, на мой взгляд, слабости украинского государства. Это все инициативы вот в том ряду, как недавно министр Криклей, да, с фальшивой справкой о тесте на ковид, там предлагал воздушное пространство над Крымом отдать самолетам НАТО. Вообще нужно сказать крымчанам спасибо за такие инициативы, потому что они, благодаря таким инициативам, все те связи хрупкие, которые еще, может быть, Крым с Украиной, с материковой связывали, они перерезаются окончательно. У меня такое создается впечатление, что те, кто выдвигает подобные инициативы, на самом деле они не хотят, чтобы Крым вернулся, потому что в здравом уме человек, который предлагает такие вещи, он понимает, что он тем самым просто настраивает тех же самых крымских обывателей против себя окончательно и бесповоротно. Потому что когда рассуждают о том, что, вот, допустим, врачи не пострадают, они же клятву Гиппократа, так сказать, давали. Ну, а что учителя, армия крымских учителей, да, которые сейчас по российским учебникам преподают, они что, не коллаборанты с точки зрения вот этих товарищей? Я думаю, что украинская власть, если бы она действительно хотела как-то привлечь на свою сторону крымчан, она должна была их ублажать, а не вот этими инициативами, так сказать, пугать, что называется, разочаровывать. Я думаю, что это очень
неумные люди делают. Знаете, мне вспоминается Петровский указ, вот этот вот легендарный, как его цитировали, дабы дурь каждого видна была. Надо сказать спасибо Крымско-Татарскому ресурсному центру. Благодаря таким инициативам, в общем, я думаю, что окончательно и бесповоротно пути Крыма с Украиной расходятся, и это очень печально, потому что на самом деле народы не должны быть разделенными. Это и с юридической точки зрения, и с человеческой, и с политической крайне несвоевременно и неумно. Хорошо, а если все-таки предположим, что завтра, послезавтра, через год будут приняты законы о противодействии коллаборационизму, будут утверждены какие-то такие вот похожие списки, как это Скандербериев называет, а-ля списком Магнитского, будет ли Россия противодействовать, пытаться бороться с принятием этого закона, жаловаться в международные структуры, или закроет глаза и скажет, да ну ладно, ну приняли и приняли, что ж теперь? Как вам кажется? Я думаю, что юридические перспективы для обжалования подобных нормативных актов в международных судах, безусловно, имеются. И прежде всего со стороны крымчан, которых Украина рассматривает как собственных граждан. И когда ссылаются некоторые господа на международный опыт послевоенный, да, там гордиться нечем абсолютно. И это была очень печальная история оголтелого такого безумного нарушения прав человека на этих спорных территориях. Поэтому нельзя дважды войти в одну реку. И еще раз повторяю, мне кажется, что здесь вот как с Крымской платформой идет навязывание такого вот дискурса. Мы всерьез начинаем рассуждать о перспективах деоккупации, забывая о том, что никакой деоккупации не будет. Ну, мы не будем сейчас говорить о перспективах или не перспективах, потому что эта тема не нашей программы, но мне говорят из радиорубки, что у нас есть слушательница, которая хочет задать вам вопрос. Поэтому мы выведем ее сейчас в эфир. Доброе утро, представьтесь, если можете, и задавайте ваш вопрос. Доброе утро. Обычная гражданка, обычная пенсионерка. У меня нет вопросов к господину Молохову. Я ему одну вещь отвечу, как у нас в старые времена говорили. Не дождетесь. Это самое, насчет обрубания связей. А по остальному, я считаю этот закон правильным. Я его почитала. Пенсионер времени много. Чтобы скоротать как-то время. И считаю его правильным. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Александр, я предоставляю вам возможность ответить. Что вы можете сказать обычной гражданке, пенсионерке по этому поводу? Дождется она или не дождется? Да проблема в том, что, может быть, она-то не может теоретически спать спокойно, да, и ее этот закон не коснется. Я еще раз привожу вам пример, допустим, с учителями. Пенсионерка, ладно, она на покой ушла, да. Есть очень много муниципальных служащих. Не всем же в кочегары идти, как хотели бы, да, может быть, какие-то украинские товарищи. Нельзя жить в безвоздушном пространстве в Крыму. И большая часть крымчан однозначно поддерживает пророссийский выбор до сих пор, и это очевидно, это медицинский факт. С этим не поспорить. В общем, наверное, тут тоже мне имеет смысл сказать этой гражданке, что скорее не дождется она. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Если вы только что присоединились к нашему эфиру, то я напомню, что на прошлой неделе в Киеве произошли две инициативы. Одна от Крымско-Татарского ресурсного центра, другая от партии «Европейская солидарность» о принятии специальных законодательных или просто нормативных актов, которые будут определять степень вины крымчан за сотрудничество с российской властью теперешней. И мы разбираем, что это были за инициативы, какие у них могут быть последствия. Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру по телефону, то у вас есть шанс по номеру 8 810 06 926 с территории полуострова и 044 490 2905 с территории материковой Украины, а мы продолжаем наш разговор, и с нами на связи Андрей Сенченко, бывший вице-премьер Автономной Республики Крым. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро. Итак, вот Крымско-татарский ресурсный центр в лице его главы Искандера Бариева и Европейская солидарность от имени, вернее, Петр Порошенко от имени Европейской солидарности предлагают инициативы по борьбе с коллаборационизмом. Мы знаем, что вы относительно недавно предлагали свой вариант закона, который назывался, правда, не про коллаборационизм, а о прощении. И вот теперь мне хочется спросить у вас, знаете ли вы об таких вот параллельных инициативах вашему проекту, ознакомились ли вы с ними, можете ли вы что-нибудь сказать об их сути или каким-нибудь другим образом отреагировать на украинские инициативы? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что наш закон, подготовленный юридической командой «Силы права», называется «Закон об ответственности», и в нем предусмотрена процедура прощения для определенных категорий. Но эта процедура не все прощения, а замены наказания в виде лишения свободы на альтернативное основное наказание в виде временного ограничения прав для тех, кто не совершал преступления, но не тяжкие, против своей страны на оккупированных территориях. И должен сказать, что какой-то внятной альтернативы этому закону до сих пор никто не выдвинул. На мой взгляд, надо работать не над альтернативами, а над принятием этого закона. Но подчеркну, это закон, который регулирует ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях. Есть внутренние процессы, ну вот мы наблюдали их достаточно долго, еще со времен правления Петра Порошенко, в информационной сфере, когда практически против нашей страны работала группа граждан Украины, которая сплотилась под брендом ОПЗЖ. И работала с помощью псевдоукраинских, на самом деле финансируемых из Российской Федерации, средств массовой информации. Как это явление назвать коллаборационизмом или как-то иначе, я думаю, что для него нужно находить другие статьи в Уголовном кодексе Украины или дополнять его. Вот. И, знаете, к большому сожалению, инициатива Европейской солидарности, она, на мой взгляд, носит, во-первых, запоздалый характер, во-вторых, немножко такого защитного характера эти действия. Что я имею в виду? Господина Медведчука в информационное и вообще в политическое пространство страны вернул именно Петр Порошенко. Тогда, когда он его назначил в состав контактной группы в Минске, когда он его сделал там главным переговорщиком по обмену заложников, на самом деле это была технология Кремля, это просто, так сказать, технология надувания рейтинга Медведчука. И не более того, никого в Москве не интересовали, и тем более Медведчука не интересовали украинские заложники. Точно так же было и с каналами. По сути дела, незаконно сконцентрировать в одних руках такие информационные ресурсы позволил именно Петр Порошенко, поскольку эти каналы в какой-то степени обеспечивали его выборную агитационную кампанию и, по крайней мере, точно его не критиковали, обеспечивали определенный, так сказать, нейтралитет. И его это устраивало. А сейчас, когда нынешняя власть, пусть и с опозданием, но все-таки предприняла давно назревшие шаги по очищению информационного пространства страны от агрессора, пытаются сделать такую хорошую мину при плохой игре, так сказать, вдогонку выдвигая законодательные инициативы. Я бы сказал, что этот закон немножко носит рекламный характер, а проблема на самом деле существует. И нужно регулировать законом все, что касается ответственности за преступления на оккупированных территориях и за преступления на свободной территории страны, для которых раньше не было соответствующих статей в Уголовном кодексе, потому что наша страна не воевала, на нас раньше никто не нападал, и поэтому, скажем так, никто в эту сторону головы не поворачивал и не задумывался. А вот что, если будут такие действия, то какова должна быть ответственность? Действия есть. Этим действиям уже 7 лет, поэтому ответственность нужно интегрировать за эти преступления в Уголовный кодекс. И это позволит бороться с
предателями нашей страны. И вот тут, возвращаясь к вашей инициативе, к вашему законопроекту, будете ли вы его продвигать, будете ли вы, попытаетесь ли вы внести его на рассмотрение парламента, или нужно ждать какой-нибудь другой политической конъюнктуры? Ну, во-первых, вносить на рассмотрение парламента могут либо депутаты, либо президент, либо кабинет министров. А наш закон презентован президенту Украины, и были там соответствующие поручения с ним, так сказать, поработать. Я надеюсь, что это все выльется в какие-то результаты. Плюс к этому мы обсуждали достаточно глубоко этот закон с господином Резниковым, вице-премьером, министром реинтеграции. В целом, как мне кажется, он поддерживает эти подходы. Вот. Ну а дальше надо, чтобы, так сказать, в расписании Верховной Рады нашлось время на рассмотрение таких важных инициатив. И по вашему мнению, ну, я понимаю, что это, конечно, вот глубоко такой абстрактный вопрос, но вот по вашему мнению, возможно ли, что в ближайший вот год, 2021, вашему проекту будет дан ход, например, через Кабмин? Ну, я надеюсь, буду к этому прилагать максимум усилий, вся наша команда, поскольку это законопроект не для завтрашнего дня, а для сегодняшнего дня. Очень важно, чтобы люди на оккупированных территориях четко понимали, кого украинское государство, украинский закон считает жертвами агрессии и российской оккупации, а кого считает преступниками, и какая мера наказания за те или иные преступления предусмотрено, потому что сегодня каша в головах у людей и в Крыму, и на Донбассе, и как раз это очень удобно Кремлю, потому что Кремль пытается всем вдолбить и в Крыму, и на Донбассе о том, что все они для нас враги, все предатели, и обратной дороги нет. На самом деле это не так. Подавляющее большинство, миллионы людей на оккупированных территориях, они жертвы российской оккупации и агрессии. Они никаких преступлений против своей страны не совершали. А вот те отщепенцы, которые совершили преступления, и в нашем законе очень четко есть классификация этих преступлений, и, соответственно, и мера наказания для каждого из них, вот они должны понести ответственность. Вот российский эксперт, с которым мы говорили, Александр Молохов, утверждает, что на самом деле тут как бы вот такой законопроект, такие вообще все законопроекты о наказании коллаборационистов, это такая гильотина, которая разрубает все связи материковых украинцев с крымскими. И вот вам как кажется, действительно ли такое произойдет, что после этого, после принятия всех этих законов, с полуострова никто вообще на материковую Украину ездить не будет, просто потому что будет бояться? Или вот он преувеличивает? Ну, я вообще не понимаю, почему вы его экспертом называете, так сказать. Это все часть машины, которая, так сказать, обслуживает интересы Кремля. Я должен сказать, что вот наш закон в свое время, когда мы его обнародовали, он вызвал просто истерическую реакцию по основным российским пропагандистским каналам. Это и «Россия-1» там в формате 60 минут, и на НТВ в формате «Место встречи», просто истерическую реакцию. Почему? Потому что Кремль пытается настойчиво и последовательно все эти годы оккупации наших территорий выстроить стену между свободными и оккупированными территориями, стену из ненависти, страха, непонимания. И работает именно на это. А этот закон, который мы предлагаем, он эту стену рушит. То есть это ломается конструкция Кремля. Тогда люди понимают, что украинское государство огульно не оценивает всех, кто оказался волей судьбы на оккупированных территориях, а совершенно четко понимает, кто является жертвами оккупации, российской оккупации и российской вооруженной агрессии против Украины. А кто пошел обслуживать оккупантов и является предателем. И вот на эту тему уже очень уйма спекуляций. И это постоянно подбрасывают, по сути дела, российская агентура, все эти боты, так сказать, многочисленные, которые обслуживают Кремль, о том, что чуть ли не будут сажать в тюрьму там водителя скорой помощи или врача. Это чушь собачья. Как раз наш закон четко этим людям говорит, что они не коллаборанты. И они относятся к жертвам оккупации и агрессии. А вот те, кто обслуживают, непосредственно там служат в российской армии, украинские граждане,
Не те, кого призвали в нарушение Женевской конвенции незаконно, а те, кто пошел добровольно служить. Те, кто служит в российских репрессивных структурах, изображает из себя судей на оккупированных территориях. Вся эта, так сказать, верхушка оккупационной власти. Вот эти будут нести ответственность, они преступники. Ну, Мы законом должны это закрепить. Ну, я скажу, почему мы называем Александра Молохова экспертом, потому что он формально называется глава экспертного совета по международным правовым вопросам, поэтому вот слова как слова. Но вот он говорит, что, ну, как бы, вот, да, понимаю, отпускает шпильку в адрес всех украинских инициатив, он говорит, ладно, правоохранители, ладно, там, депутаты, но вот что делать с учителями, которые вот учат детей по российским учебникам? Вот они будут считаться Украиной преступниками или нет? Послушайте, ну, я не хочу вести полемику с этим так называемым экспертом, а просто советую посмотреть наш закон об ответственности. И там четко совершенно даны ответы на вопросы. Очевидно совершенно, что учителям, которые учат детей, или врачам, которые лечат людей, никто предъявлять никаких претензий не будет. Но если отдельные из этих учителей целенаправленно занимались оболваниванием детей и, извините, так сказать, вперемешку с преподаванием своих предметов рассказывали, прививали ненависть к Украине, то эти люди просто попадут под люстрацию. Это другой закон. Они должны потерять право на профессию. Но я уверен в том, что это исключение, а не правила среди украинских учителей, которые вынуждены оказались жителями оккупированных территорий. Ну, я не буду говорить насчет учителей, потому что тут у меня как бы нет ни статистики, ни личных примеров, но среди деятелей культуры, которые остались, украинские граждане, они все равно украинские граждане, вот деятели культуры, которые остались, например, да, уж простите, Александр Мальгин, директор Крымского центрального музея Тавриды, вот он все-таки относится к тем, кто активно поддерживает сложившееся на полуострове положение, и он с самого февраля 2014 года, и вот тут уже вот нельзя сказать, что среди деятелей культуры не так уж и много таких вот людей, которые за русский мир, будем называть это так. Ну, вы знаете, я с большим сожалением мог бы продолжить список вслед за Мальгиным, и мне тоже известны фамилии, так сказать, многих людей из разных сфер, в том числе и из сферы культуры. Ну, а что это меняет, так сказать? Это, для них это профессия, а их действия против своей страны – это предательство страны. По сути дела, они своими действиями пытаются тянуть Крым, извините, топить его в этой российской трясине. Ну, как говорится, пока Бог им судья, дойдет дело, так сказать, до здания суда, ну, так сядут на скамью подсудимых. Ну, вот вы говорите о законе о люстрации, но мы видим, как законы о люстрации, которые были приняты в отношении украинских граждан на подконтрольных территориях после революции достоинства, ну, не так, чтобы очень тщательно исполнялись, и многие люстрированные снова занимают свои должности. Я скажу, что эти законы не так уж и тщательно писались, они только исполнялись. Поэтому существует проблема, и под ту люстрацию я знаю много достойных людей, которые совершенно огульно попали под эту люстрацию. Хотя попали и те, кто явно ее достоин. Именно поэтому вот наша команда подходила очень щепетильно вот, до мельчайших деталей при подготовке закона об ответственности. И он, на мой взгляд, на 100% готов для принятия. Безусловно, перед этим должно быть общественное обсуждение, потому что люди сейчас к любой власти относятся с недоверием, и поэтому просто прийти в зал, проголосовать, подписать и завтра опубликовать, это усилит недоверие. Очень важно, чтобы власть научилась вести диалог с обществом. И это важно и для той части наших граждан, которые живут на свободной и на оккупированных территориях нашей страны. А что касается закона о люстрации, вот в данном случае это касается там преподавателей, которые, используя свое, ну скажем, служебное положение, так сказать, одновременно работали на оккупантов. Я не думаю, что кого-то из них надо сажать в тюрьму, но то, что право на профессию они должны утратить на достаточно длительный срок, это так.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Сенченко, бывший вице-премьер Автономной Республики Крым. И мы говорили в сегодняшней программе о двух инициативах Киева, Крымско-татарского ресурсного центра и партии Европейской солидарности, о принятии специальных правовых механизмов, которые позволили бы отделить жертв оккупации от активных коллаборантов и, соответственно, придумать им разные меры наказания. Ну, тема эта бесконечна, она далека от своего завершения, и когда-нибудь мы к ней обязательно вернемся. Сегодня же я благодарю всех тех, кто был с нами весь этот час. Самым крымским в мире радио Крым Реалии. Для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и буквально через несколько секунд мы продолжим наш эфир.